Это Тансыкка. В некоторых местах зелень в это время редкость. Я у себя на родине вспоминаю Оренбургской области. Май там все цветет колоссально, там июнь, а июль уже все, степь выгорает, желтая такая. И мы в степи жили, тоска такая была. Так, а о чем я хочу сказать? Ну, это на границе с Казахстаном. Вот, кстати, о Казахстане. Я вот хотел на татарском сказать, но потом что-то повело меня на русский язык и решил по-русски. Хотел выразить большую благодарность казахским братьям, зрителям моим. Я же сказал, что половина у меня там подписчики казахи. Вот я в Астрахани искал в Астрахани казахов, чтобы поговорить о том, как им живется. Но в городе они торопятся где-то куда-то на праздники, они стесняются. Ну, действительно, если бы репутация была бы еще, это наш канал, если бы он там, допустим, еще более популярный, еще более много там подписчиков, знали бы люди, и все равно репутация есть у канала, потому что все-таки сколько лет, с 2011 года существует канал, 13 лет уже ровно исполнилось каналу, и поэтому кто постоянно прослеживает публикации, видит, что мы обычно на крайности не кидаемся. Так вот, были бы люди более осведомлены о репутации канала, то давали бы интервью. Те же наши казахские братья, которые в Астраханской области. И вот я там искал казахов, чтобы поговорить, как им живется, как дышится, как себя чувствуют. Вот, в село, когда поехал я, там Куран почитать мне дали 2 раза. Поминки были. И в это время я тоже не мог поговорить с людьми. Они как-то неловко себя чувствовали. Даже потом еще после этого приходили сообщения там через моих помощников, посредников, что вот просят удалить. Я не буду говорить. Я спрашивал, значит, не буду говорить, что мне ответили на мой вопрос, почему удалить. Там какая-то причина деликатного свойства, не красящие некоторых людей. Вот. И таким образом я вот, где бы ни был, к сожалению, не удалось как-то, знаете, вот грубо будет звучать, типа нарваться. Именно вот встретить людей, которые неравнодушны к своей нации, к будущему своей нации, ко всем этим. Вот. И поэтому у меня как-то еще не складываются публикации такие, мои видео, сюжеты о казахском народе. Но я уверен, что это обязательно будет, потому что вот я сейчас чувствую некоторую свою, не то что зависимость, а долг какой-то испытываю. Вот я вот делаю видео, вступление уж больно такое продолжительное, извините. Дома сидел, и вот эта мысль пришла, что если бы не казахи с их помощью, которые обеспечивают просмотр, вот я там написал, что искал контакты с казахами, не получилось, и мне в утешение там и лайки, и комментарии добрые, и уже 3000 просмотров. Это приятно, что твои усилия оценивают, отдают должное.
И вот я как раз мысли хотел сказать, некоторые вот вещи, у татар есть поговорка «Тура айткан, тугана на ярамаган». Значит, сказал, как сказать, в лицо и не угодил родне. Это вот родня, татарская нация, к которой я стремился, когда я учился в университете в Екатеринбурге, когда на Сахалине я слышал Ильгама Шакирова, песни по радио, и о нем говорили, и это вызвало у меня такое неистребимое желание приехать в Татарстан, связать свою судьбу дальнейшую. Я не стал ни в Казахстан не ехать, ни на Сахалине не остался. В Казахстане, кстати, что удивительно, в Аркалыке звали в областную газету, я им пришелся ко двору, потому что казахский дух был во мне. В отличие от других, там немцы работали, русские работали, евреи работал. Но они увидели, что вот человек, который с казахами духовной пуповиной связан. И Левицкий, главный редактор, я ему сразу понравился. Были другие у меня сокурсники, которые там в газете работали на практике. Но он предложение им не делал. Я могу смело сказать. Гусамов один. Гусамов, что ли? Да, один был. А потом второй был Кацеруба. Он там потом приехал, это город его, он там работал. Но я не знаю, чтобы они его приглашали. Нет, не было такого. Да, он в свободной прессе, замглавного редактора. Человек способный, или сказать, не без способности. И то у него не было такого, чтобы давай приезжай, чтобы они, видно, сказали ему, но он все-таки на родину поехал, устроился там на работу, и какой-то период газет существовала. Потом прекратил существование как область, да, как административное образование. И когда я поехал в Актюбе, в Оренбурге мне не давали, значит, место в Оренбурге. После окончания университета сказали, у нас мест нет, а если хочешь от газеты в районном центре где-то, представителем газеты, собственным корреспондентом, должен быть коммунистом. А здесь, в Казахстане, ну, даже в период Горбачевской борьба с зеленым змеем, когда сухой закон, там в Казахстане наши ездили в соседние села, ходили, ездили, там покупали что надо, привозили. Казахстан жил с особой жизнью. И здесь то же самое видно, когда я пришел в областную газету в Актюбе, а они меня приняли очень тепло, сказали без вопросов, только бумажку возьми в том месте, куда тебя направили. А я уж так сделал себе фиктивно, сделал направление в Татарстан, в татарскую газету. Но я русскоязычный, они просто с переводом газету выпускали еще одну там. Так вот, и там неграмотность или неразборчивость, неграмотность родственника, который не знал, что такое открепительная бумага от университета. И в результате приехал разбираться и остался в Татарстане. В общем-то, получилось хорошо так. Хотя стремился уже я на Сахалине в Татарстан. Так вот, что хочу сказать. Просмотров много обеспечили казахские братья. Мой материал там не блещущий, скажем так, ну, не оправдывает ожидания. Я просто поведал искренне о том, что вот я хотел казахов встретить, поговорить с ними. Но у меня вот, к сожалению, это не выходило, не получалось. А потом еще сделал я интервью с казахом по отцу, мама татарка. Он тоже по-русски говорил. И у него одно только слово по-казахски было, хотя он говорил, что казахский знает, татарский немножко, что ли, а татарский вообще не знает. И несмотря на это, 1000, потом 1100, потом 1200 просмотров. Это, знаете, вот сегодня мысль опять пришла, это хотел ее как ключевую фразу сказать. Ну, не деньги же я, в конце концов, прошу. Не деньги прошу. И вот эти вот, когда я видео снимаю, я это адресую татарам. И не просишь ты деньги, ты просто делаешь видео, чтобы свой народ заинтересовался, посмотрел. И вот у меня сейчас, я вот скажу, я вот, наверное, где-то есть у нас запрещенный в России, у нас есть это
социальная, как сказать, сеть там одна. Там, допустим, если я выставлю, там на меня свои татары накинутся. Я смутно и мягко сначала хотел грубо выразиться, что, дескать, нет у нас будущего. Теперь я помягче сделаю. Мне очень смутно представляется, туманно будущее нашего народа. В каком смысле? Чисто в духовном, вот таком интеллектуальном, таком общественно-политическом смысле. Потому что человек едет в Астрахань, он не на спонсорскую там помощь чью-то едет, не на вспомоществование как-то, не на донаты едет татар, которые хотят узнать, а как же живут татары в Астрахани, халярнище, калкалай по-казахски. У меня тут как, и время не заканчивается? Нет, все нормально. 5 минут где-то есть, оказывается. Так вот, ничего я не прошу. Я на свои деньги еду, как журналист, что заработал. На это еду туда, в Астрахань, к татарам, казахам. Если у меня с казахами не получилось что-то сделать, то с татарами это мне проще. Вот там, значит, на татарском языке они говорят. И на праздники они делятся своими горестями, тревогами, что татарский язык у нас исчезает, что в школах все меньше, меньше, меньше. И вот, когда мы ехали, и татарка говорит, что вот казахские еще как-то есть группы какие-то, а татарскую группу не смогли в этом году набрать в Астрахани, кажется, в университете, что ли, группу там, или что, не идут. Все. И это никого не волнует. Можно спросить чиновников там, конечно, да, давайте группы, но если народ не стремится, а почему он не стремится? Потому что угасает дух нашего народа, к сожалению. Вроде что мешает? Это что, нарушением законов считается? Каких-то норм, что ли, каких-то считается? Что вот я призываю, давайте свой язык сохранять, давайте говорить на родном языке. Вот это нет. И вот у нас вот сейчас повально идет, когда у нас даже из нашего села один православный татарин, значит, в Одноклассниках мне написал, что мы все, оказывается, русские. Я говорю, а почему? А нас, говорит, за границей так называют. Ну и что? Нас долгое время называли, вот этих, допустим, грузин, их грузинами там, допустим, называют, а они себя квартел или как Сакартвела, значит, у них себя, они государство называют, они себя же грузинами, сами себя не называют. Татары тоже долго веками отказывались себя, значит, именовать, а потом наш один просветитель взял и высказался в том ключе, что это куда деваться, дескать, если у нас уже все, наш народ вынужден будет взять это имя, согласиться, потому что это имя все-таки, ну, я вот считаю, на современный лад он сказал бы бренд, а тогда оно величественное было имя татары. Сейчас даже у нас булгаристы начинают требовать, возмущаться, мы болгары. Но извините, не звучит это в мире. Татары все равно это бренд и звучит. Татары это сразу, это звон, как там, стук копыт, звон, как сказать, сбруи коней, хрип коней, вот, крики, это со словом татар уже, значит, все, этот гамма такая, чувств как-то. Поэтому я думаю, что удачно наши приняли это. Вот я сейчас заканчивается будет время, через минуту. Я, наверное, вторую часть буду делать. И прошу казахских зрителей, моих дорогих, обязательно посмотреть вторую часть. Я там, потому что хочу сказать, почему дальше у нас нет перспективы, к сожалению. А у казахов есть будущее. У казахского народа есть будущее. Почему? Я это буду объяснять на пальцах. Постараюсь, во всяком случае. А пока вот, сейчас у меня закончится время. Полминуты меньше осталось. Вот, поэтому я сейчас паузу выдержу и выключу. Давайте до встречи во второй части нашего видео. Будьте здоровы. До встречи.